Большую часть своей профессиональной деятельности Иннокентий Колодезников посвятил системе жилищно-коммунального хозяйства. Успел поработать в Арктике и в столице, и в конце 2022 года ему предложили должность заместителя начальника департамента ЖКХ в окружной администрации города Якутска. Отработав полгода, Иннокентий принял решение помочь ребятам на передовой и подал документы в отряд «Ботур». Начну с того, что я в армии не служил. Да? Было желание, но по состоянию здоровья там были некие ограничения, поэтому не взяли. Но в 2022 году, когда началась специальная операция, у меня брат туда ушел и, к сожалению, вернулся 200-м, погиб там. Поэтому мы его осенью 2022 года похоронили. И в сентябре 2022 года как-то все-таки патриотизм, да, для меня это на первом месте. Да, страна, отчизна, родина, для меня это на первом месте стоят, так сказать. И второй момент, это из чувства мести решил уйти туда. Там обговаривал некоторые моменты с ребятами, там спрашивал, советовался, как, кого, да, как там, на что обратить внимание. После того, как началась частичная мобилизация, пришел в военкомат, они сказали, ты не служил, да, поэтому для тебя повестки нет. Говорят, иди отдыхай, работай, поднимай экономику, типа, да. Тем более у тебя должность такая не маленькая, да, с возможностью карьерного роста. Но все-таки патриотическое воспитание и такая для нашей семьи потеря, все-таки мысль не уходила, да, что я сейчас и в данное время я нужен стране. И потом ребята посоветовали, старшие братья, говорят, сейчас собирается очередной отряд в Ботуре добровольцами. Иди туда, там поспрашивай, возможно, тебя возьмут. Перешел на базу, учебно-тренировочный центр Ботура. Пришел, там особо не смотрели, да, ты там служил, не служил. Если у тебя желание есть, основной фактор добровольное принятие решений. После нескольких недель тренировок в центре подготовки Иннокентий и еще полсотни бойцов отправились в Хабаровский край, где им предстояло потренироваться на полигоне у военных и подписать документы о добровольном содействии вооруженным силам. Тогда был не контракт, а соглашение о содействии в решении специальных задач Министерства обороны. Подписали. Нам бумаги на руки не дали, да, фотографировать запретили. Мы просто прочитали там, какие условия. То, что мы все обратили внимание, там срок действует полгода, да, со дня подписания этого соглашения, но соглашение действует в течение 3 лет. Можно было дальше служить. Подписали, 3 дня на полигоне, и уже на 4-й день нас тут повезли за ленту. Сначала в Новочеркасск, в Ростовскую область, воинскую часть, и потом уже во 2-й Барс. Это граница Луганской Народной Республики и Харьковской области. Основной пункт дислокации у нас находился на территории Харьковской области. Так Иннокентий Колодезников из гражданского мира попал в абсолютно новый для себя мир военный. Сложности, конечно, были. Это, как вы сказали, это совсем другой мир, да, это совсем другое восприятие всего. Тут стреляет, тут взрывается, да.
Но все равно человек адаптируется ко всему. Вот, там со временем уже привыкли все, да, вот, и друг к другу, так как ну, вот, нас вот, 50 с лишним человек туда, вот, по приезду туда, нас всех по подразделениям раскидали. И мы туда зашли, вот, на передок зашли 25 человек. 5 человек. Ну, вот, второй Барс — это у нас контингент половина с Якутии, половина с других регионов. И вот нас собрали в одну кучу, вот 5 человек с Якутии и 20 человек вот, с других регионов. Там с Калуги ребята были, с Тулы. Вот, туда зашли. Ну, была, ну, вот, то ли не с, ну, вот, не с привычки, да. Первое время было такое осознание, что куда я попал. Да. Потому что, как вы сказали, вот, я человек не военный был в то время, сугубо гражданский, так сказать, чиновник, да. Поэтому первое время было трудно адаптироваться. Но потом где-то уже через несколько дней уже привык к обстановке. Между прибытием в расположение отряда и первым выездом на переднюю линию фронта прошло не больше 5 дней. И вчерашний чиновник с портфелем и кабинетом перебрался в окопы с автоматом. Да. Не знаю, ну вот, есть слово «надо», да, вот, приказ поступил, вот, надо выполнять. В гражданской жизни тоже практически то же самое. Да, вот, есть поручение, ты должен исполнить. И вот, не знаю, ну, вот, мы туда зашли на позиции, не знаю, ну, вот, было понимание, что мы должны делать. У нас в основном задача была оборона, да, держать позиции. И ну, окопались. Ну, у меня должность была такая, что вот, даже не военного человека, да, вот, в добровольческих отрядах могли там назначать командирами. Да. Вот, я в командирской должности вот туда зашел, заместитель командира взвода был, и в нашем взводе 2 отделения. И вот, ну, туда зашли, обосновались, задачи выполняли. Ну, сейчас для меня немножко сложный вопрос, потому что вот, не могу сказать, да, вот, что я тогда чувствовал. В одном окопе оказались не только представители разных профессий и разных социальных слоев, но и выходцы из разных регионов, от Дальнего Востока до Центральной России и Северного Кавказа. Это с единственной целью. Туда приехавшие люди были, ребята, да, с пониманием того, что Родина в опасности. Поэтому как бы вот для нас одна общая цель, поэтому вот, взаимоотношения были дружеские, братские. Там, вот, ну, по ходу дела друг друга узнавали, да, вот, как человек все это воспринимает, да, вот, что из себя человек представляет. Вот, были и мусульмане, вот наши братья, да, с Дагестана, ребята, вот, ну, из центральных регионов, Сибири. Ну, отношения были такие вот, братские. Все делали сообща, все делали вместе, совещались, обсуждали, вплоть до, так скажем, до походов за водой. Делалось все вместе, ну вот, сообща. На первых порах Иннокентия назначили оператором БПЛА, и он на маленьком коптере выполнял поставленные командованием задачи. И с отделением разведки мы туда ушли, вот, на боевое задание, полетал, там вражеский рэп очень сильно работал. Но, тем не менее, там мы корректировали, находили цели,
там записывали координаты, там, что где находится, вот, выявляли передвижение противника. Но был некий азарт. Да, первоначальное такое чувство, ну, все равно человек с опаской относится, да, вот, все равно боится. Страх всегда есть. Но, тем не менее, вот, осознание того, что у тебя вот, братья с тобой, да, вот, не оставят, не бросят. Ну, вот, туда вот, в серую зону зашли, нас было тогда 6 человек, 2 оператора, остальные вот, сопровождающие и командир группы. Вот, зашли, полетали, корректировали, и вот, ну, с успешным поражением цели. Да, вот, наша арта тогда очень хорошо отработала. Вот, вышли без потерь, да, и с успешным выполнением задания, так сказать. Стрелы были, вот, находили, как я сказал, вот, противник в этой части очень сильно был вооружен, да, и тогда уже не был секретом, что специально охотились за операторами. Да. Но такая, ну, вот, везде, наверное, такая тактика. Вот, с одной точки поработал, да, птичку вернул и перемещаешься, уже меняешь точку. Уже вот, отходишь или вот, куда-то влево-вправо уходишь, вот, меняешь точку. Потому что очень быстро выявляют, где оператор стоит. Ну, у нас птички, практически все птички были прошитые, поэтому выявить немножко сложновато. Поэтому была такая возможность вот, один раз полетать нормально, уже спокойно, да, птичку вернуть и уже поменять точку. Иногда вот попадали, конечно, под обстрел, специально охотились, там, все равно враг тоже видит, враг не дурак. У них по части БПЛА они очень были серьезно оснащенные. Допустим, вот мы одну птичку поднимаем, с той стороны 10-20 штук. Они вот, все контролировали. Поэтому вот, они видят, вот, там какое-то передвижение, вот, нашли точку, там, кто где стоит, и вот, начинали отрабатывать уже артой. Подошли к концу 6 месяцев пребывания на СВО, и Иннокентий принял решение остаться еще на полгода. Было чувство какой-то незавершенности важного дела. К тому времени я уже был назначен на должность заместитель командира отряда, вот, замкомбата по военно-политической работе, ну, вот, по народному замполита. Ну, уже я принял на себя такую ответственную должность, да, ответственный момент, поэтому на полпути все это бросить, да, потому что вот, мы наладили работу отряда, да, вот, наш командир поставил такую задачу. Да, вот, с командованием были в хороших отношениях, там, да, вот, уже наладили цепь поставок, да, гуманитарной помощи. Мы работали не только с Якутией, да, но и с некоторыми регионами. Нам хорошо помогали ребята с Москвы, да, вот, москвичи, с Мурманска, с Белгорода. С Ростова ребята были, вот, там, волонтерские группы, благотворительные организации, фонды всякие вот эти. С Воронежа шла тоже регулярная такая вот гуманитарная помощь. Там гуманитарная помощь — это не только коптеры, да, или техника, но находясь на Украине, мы получали с России сало. За тот год, что Иннокентий Колодезников провел на СВО, в отряд приходило несколько пополнений. И в каждой группе новобранцев замполит видел горящие глаза, переполненные чувством патриотизма. Различий между отрядами не было.
потому что ребята все пришли добровольно, их никто не принуждал. У большинства был мотив то, что вот, по мобилизации не попали, контракт подписать не могут и уходили добровольцами. Я заметил, да, вот это различие, когда ставились задачи добровольцам, да, вот, они без всякого сомнения, да, исполняли, лишних вопросов не было, вот, потому что люди уже туда пришли с пониманием того, что, да, вот, куда они попали, вот, добровольно приняли для себя решение, поэтому как бы проще было. У них осознанность и патриотизм у всех на первом месте. И только спустя год Иннокентий понял, что сделал все, что было в его силах. И как бы не было тяжело, пришлось расстаться с боевыми товарищами и вернуться к мирной жизни. Отдал свой долг, да, отомстил за брата. И в прошлом году, в апреле, в середине апреля вернулся. Было такое чувство, вот, а зачем я отсюда уезжаю? Да? Хоть и достойная смена, да, вот, была подготовлена, ребята вот, достойные оставались, но было такое чувство, что я их передаю, оставляю. Я хотел остаться. Было такое чувство. Все-таки уехал с большой грустью. Вернувшись в родную республику, вчерашний доброволец вроде и не ощутил какой-то разницы, которая могла бы произойти за этот год. Но со временем стал замечать, что изменения все-таки произошли. Я где-то через месяц уже пришел к тому, что вот я, оказывается, оттуда вернулся другим человеком. Проявлялось, как сказать, в отношении к, как сказать, ну, в отношении к себе в основном, да. До СВО, как бы вот, я мелкие какие-то проблемы, да, которые вот в гражданке есть, как бы, да, вот там что-то не успел, да, вот я ставил, ну, вот, думал, вот, да, вот, и было такое вот страдание, да, из-за неисполнения. Потом уже после СВО уже чувствую, вот, если там что-то не получилось, то не получилось. Особой там важности не играет, а просто это человек из-за, как сказать, из-за нечего делания просто так оказывается, ну, вот, думал, что вот, человек просто так страдает. А после, вот, прошлой весной, когда вот уже здесь находился, вот, проходил реабилитацию, вот, лежу, думаю, вот, это же все это мелкотня, это не проблема, оказывается. Можно решить, вот, если не так, то другим путем можно. Мелкая проблема – это не проблема. Вот, безвыходных ситуаций не бывает. Да, вот, как я вот сказал, вот, если вот там существует какой-то вопрос, да, вот какая-то проблема, если вот так не решается, можно решить вот так. После отдыха и реабилитации Иннокентий решил, что надо выходить на работу. Думал, что вернется к привычному жилищно-коммунальному хозяйству. Но глава города предложил ему новую должность в новом для него направлении. Глава города Якутска, да, вот, вызывает, говорит, обязательно должен пройти реабилитацию, и после реабилитации уже выходишь в другое место. Говорит, вот, все, в отрасли ЖКХ достаточно проработал, да, вот, были очень хорошие моменты, были и негативные моменты, да, вот, ну, кто не работает, тот не ошибается, да, вот, как говорится. Но, тем не менее, мы сделали достаточно такого большого рывка в развитии, да, ЖКХ в целом. Там некоторые моменты упорядочили, да, вот, там какие-то вот акты там разработали, программы вот, да, вот, ввели в дело. И вот, попросил, ну, вот, уже в дорожную сферу
Ага. И говорит, вот заместителем директора Якутдорстроя, говорит, вот, даю тебе на подумать несколько дней. Вот, подумал, ну, почему бы и нет. Как-никак руководящая должность, я сам по себе, ну, условно так сказать, ищу нестандартные пути решения, да, вот, в любых проблемах вот, и вопросов, вот, касающиеся вот, развития учреждений, предприятия. Поэтому вот, я с радостью принял это приглашение. Дороги строить надо всегда, обслуживать и эксплуатировать надо всегда. Каждым годом асфальтированных дорог становится больше, проблем становится, соответственно, еще больше. Да, вот, все ругают везде и всюду ругают дорожников. Это не только у нас, да, вот, в Якутии и в Якутске, но в других регионах практически то же самое. Вот, с коллегами общаемся, да, вот, перенимаем их опыт, да, вот, они что-то вот, у нас учатся. Поэтому сейчас работа интересная, другое направление немножко, да, вот, так как я практически всю такую вот рабочую деятельность посвятил ЖКХ, вот, системе ЖКХ. Потом вот, в прошлом году резко переключился уже на другую сферу. Еще находясь на линии боевого соприкосновения, Иннокентий узнал про президентскую программу «Время героев» и подал документы на участие в ней. Когда нас перебросили на другое направление с Харьковской области в ЛНР, уже на территории ЛНР, вот, Кременная, да, мы в том направлении находились и получили спутниковую связь, наконец-то, да. Потом, ну, вот, услышал одну новость, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о старте кадровой программы «Время героев» для участников СВО. Уже там нормальный интернет, подал заявку на «Время героев». К сожалению, вот, первые два учебных модуля я не попал, но вот попал в третий модуль, это дистанционное обучение. Как-никак было, по-моему, порядка 50 тысяч заявок со всей России, да, именно от участников СВО. Но я попал вот в финал вот, по программе «Время героев». И в прошлом году осенью получил сертификат. И потом услышал, это была осень, то ли октябрь, то ли ноябрь, да, вот, Владимир Владимирович Путин объявил же, да, вот эту программу, кадровую программу «Время героев» распространить на регионы, чтобы у себя на местах, в регионах были аналоги как, вот, программы «Время героев». Потом, ну, вот, втихаря ждал, когда дадут старт. Потом уже в новостях уже передали, что наш Элдархан Асет Сергеевич уже объявил о старте приема заявок. И особо не думая, вот, туда подал заявку. А почему бы не попробовать? Так как у меня уже на руках сертификат программы «Время героев» есть, и региональной программы сертификат лишним не будет. А конкурс на участие в кадровой программе «Якутия. Земля героев» был побольше, чем в некоторые престижные вузы. Заявку подали более 800 человек, а мест в программе было предусмотрено лишь 25. А тут вот, в Якутии «Земля героев» немножко сложнее было вот, проходить вот эти все этапы. Вопросы были сложные, да. Ну, как-никак 3 больших этапа тестирования, да, вот, именно отборочного цикла. Потом, ну, вот, мы результатов не знали, да, вот, этапы прошли, вот, и тогда же еще раз подумал, если вот, тестирование пройду, так пройду, да, вот, продолжу бороться, да, дальше. Потом и один раз вот такой звонок приходит и говорят, вот,
мы вас приглашаем на личное собеседование. Думаю, ого, вот я, оказывается, прошел этот сложный этап тестирования, да, уже очередной этап отборочного цикла. Вот, тестирование прошел, потом тишина такая, да, вот, по-моему, где-то месяц мы ждали результатов. Да, вот, вначале думал, интересовался. Интересно, я прошел или нет. Да, вот, и вот, про себя такие вопросы задавал. Прошел или нет. Да? Если не прошел, то, как так вот получилось, да, вот, что я не прошел этот этап. Как-никак опыт по времени героев имеется, да. Этот опыт тогда был получен зря, что ли, типа, вот такие вопросы у меня вот возникали. Потом отпустил этот момент, и уже потом, вот, когда огласили список, вот, говорят, вы прошли все этапы, приглашаем вас к началу учебного модуля. Первых дней учебы в высшей школе инновационного менеджмента Иннокентий понял, что все его представления о программе «Якутия. Земля героев» сильно отличаются от того, что было на самом деле. Когда собрались, вот, я думал, вот, нас будут обучать традиционным методам, да? Вот, по повышению квалификации. Там всех собирают в аудиторию, там говорят, вот, да, вот, обучают по основному лекалу, да, вот, по учебникам, по книжкам, да. А тут формат резко другой. Да, вот, это по большей части приятная реальность. Да, вот, и интересно было. После этого, как вот пришел Арсений Сергеевич, да, вот, он там уже начал рассказывать, да, вот, там какой формат будет, вот, начал вводить в курс дела. Мы уже поняли, что это не такое простое, не традиционное обучение. Одним из ключевых этапов в кадровой программе стало наставничество. Каждому курсанту назначили опытного управленца, который должен был делиться опытом работы. У Иннокентия таким наставником стал Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики. И он, вот министр, он такой человек, вот, активный, да, нового формата руководитель, немножко с другим видением всего. Да, поэтому я очень сильно обрадовался, что вот у меня такой вот будет такой наставник. Потому что я получаю, вот и сейчас получаю очень много всего положительного вот, в общении с ним. У него немножко другие видения, да, вот, в решении вопросов. Поэтому вот, когда он больше советует, да, вот, указывает на те или иные вот, качества, которые вот надо развивать, или те качества, которые вот надо совсем в сторону отложить. Видно, что вот человек деятельный, да, вот, активный. В рамках обучения курсанты программы часто выезжают в районы республики, где проходят встречи с населением. Их приглашают на уроки мужества и разговоры о важном в школах. И часто на этих встречах участникам СВО задают вопрос: а для чего нужна специальная военная операция? Почему люди из Якутии едут на фронт и тому подобное? Страна нуждается в нас, да? И мы в правильном направлении. Верховный главнокомандующий, он задал правильный вектор. Потому что мы должны, как страна должны сохраниться, как Россия. Мы должны, как страна, выстоять, да, как нация, да, мы должны победить.